Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня целиком нашу программу посвящаем безопасности дорожного движения, о чем поговорим с начальником управления государственной автоинспекции Баталом Агарба. По пути следования навстречу с героем нашей передачи на улице Леона мы стали свидетелями современных реалий нашего времени. Подразделения Министерства обороны России по радиационной, химической и биологической защите проводят химическую обработку зданий и территорий по предотвращению и распространению коронавируса. Прилегающие участки дорог блокируются патрульными машинами на время проведения дезинфекции. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса поручил госавтоинспекции контролировать рассадку пассажиров в общественном автотранспорте согласно установленным предписаниям. Батал Валерьевич, после длительного перерыва мы сегодня вновь записываем с вами интервью. Расскажите нам, насколько безопасно сегодня ездить по дорогам Абхазии? В каком направлении меняется динамика в статистике? Но если говорить об аварийности на наших дорогах на сегодняшний день, можно сказать, что силами профилактических мероприятий в организации безопасности дорожного движения госавтоинспекция сумела достичь снижения, но, к сожалению, эта цифра недостаточна для того, чтобы была ощутима. Для этого еще необходимо работать и работать. Какая работа велась по приведению организации дорожного движения и дорог в нормативное состояние? Если говорить о улицах города Сухум, на сегодняшний день администрация города Сухум в виде транспортного управления, отдела госавтоинспекции города Сухум, управления ГАИ ведется работа по снижению скоростного режима трафика транспортных средств. Если вы обратили внимание, в городе Сухум появляются искусственные неровности шириной около 5 метров. Они дают приоритет не транспортному средству, а приоритет пешеходу. Вот за нашими спинами установлено одно из искусственных неровностей, но, к сожалению, технически оно еще недооснащено. Там еще ряд работ необходимо будет провести для того, чтобы данный участок считать безопасным. Здесь часто происходили мелкие дорожно-транспортные происшествия, наезды на пешехода. Здесь есть общественная остановка общественного транспорта, расположена городская больница, много офисов. И есть большое движение граждан с одной стороны улицы на другую. И в связи с этим была проведена работа, и она уже заметна, хотя еще и не завершена до конца. Традиционно особое внимание уделяется лицам в наркотическом или алкогольном опьянении за рулем. Удалось ли вам снизить их количество? Да, безусловно, если сравнивать статистику 2019 и за 9 месяцев 2020 года, то заметна статистика по снижению количества выявленных нарушений по статье 119. Есть динамика положительная. Также мы ежедневно эти мероприятия не перестаем проводить. Мы проводим анализы. Анализ показывает, что граждане стали меньше употреблять спиртные напитки, после чего садиться за руль. Также это еще повлияло то, что общественные мероприятия в виде свадебных торжеств и всех остальных отменены. Это тоже имеет в этом плане свой эффект. Сейчас вот невооруженным глазом можно увидеть, что автомобилей без государственных регистрационных знаков стало очень мало. Вот как этого удалось добиться? Плодотворной ежедневной работой коллективом госавтоинспекции по выявлению этого нарушения. Также была проведена работа с таможенным комитетом, совместная работа, которая позволила минимизировать. И карательно-административная практика, безусловно. На сегодняшний день в городе Сухум, если вы обратили внимание, не совсем достаточно нанесена дорожная разметка. Зеленое хозяйство проводит работу по очищению дорожных знаков, потому что зеленые насаждения чаще всего их закрывают. Вот эта работа непосредственно проводится по освещению темных участков дороги. Улица Эшба у нас является самой аварийно опасным по наезду на пешеходов в ночное время. Почему? Потому что эта улица плохо освещена. И вот будет отлично, если данный участок дороги администрация города Сухум его осветит. Это будет очень полезно для наших граждан и для снижения аварийности.
что вы можете сказать по итогам работы ГАИ в летний курортный период? Насколько корректно ваши сотрудники работали с автотуристами? Курортный сезон, да, у нас открылся поздно, но он продлился и в осенний период, сентябрь, октябрь был таким оживленным. Если говорить о трафике дорожного движения на республиканской трассе и на других дорогах, городах и районах. В первую очередь госавтоинспекция обращала внимание на наших туристов для создания их сервиса и организации безопасности дорожного движения. Министерство внутренних дел была разработана такой материал, где указаны все номерные знаки, телефоны доверия, по которым примут любое обращение гражданина и окажут квалифицированную консультацию и помощь. Эти брошюры раздавались во всех туристических объектах сотрудниками госавтоинспекции, а также проводился опрос. Были какие-либо предвзятые моменты в отношении автотуристов в ходе их отдыха или передвижения по дорогам Республики Абхазия. Также ежедневно выезжало сводный отряд Управления собственной безопасности, Управления госавтоинспекции по анализу, контролю и надзору сотрудников госавтоинспекции и других сотрудников милиции в момент работы в курортный период. Патрулирование вот вы проводите в городе, это вы ездите в потоке. Сколько патрульных экипажей у вас работает в столице? В городе Сухум, если говорить о городе, у нас на сегодняшний день доходит до 10 единиц. Это сводный отряд, Управление госавтоинспекции Республики Абхазия и отдела госавтоинспекции города Сухум. Цели и задачи – это контроль, надзор за дорожным движением, выявление лиц, нарушающие правила дорожного движения и привлечение их к административной ответственности. Мероприятие проходит ежедневно в плановом режиме и дает свой эффект. На сегодняшний день, как вы подметили, отсутствуют транспортные средства, у которых не установлены регистрационные знаки. Граждан, общая дисциплина организации безопасности дорожного движения в городе заметно улучшилась. Сегодня одно из правонарушений именуется как опасная езда, ведь она создает наиболее опасную аварийную ситуацию. Как вы работаете с подобными явлениями? Выявляем лиц, которые в ночное время нарушают спокойствие наших граждан, нарушают правила дорожного движения опасной ездой. В Авторивьере мы не раз показывали будни госавтоинспекции. Они начинаются с построения. Подводятся итоги прошедших суток. Патрульным экипажам ставятся новые задачи. Проводится инструктаж. Их распределяют по районам города, после чего они направляются по своим объектам для несения службы. Патрули движутся в потоке транспорта и выявляют нарушителей правил дорожного движения, а также останавливают для проверки водителей, которые бросаются в глаза своим неадекватным вождением, опасной ездой. На различных участках патрули стационарно проводят профилактические мероприятия, что мы повседневно и наблюдаем на наших дорогах. Это проверка документов водителей и их состояние за рулем. При наличии тонировки на передних и лобовых стеклах инспектора на месте их удаляют и выписывают штрафы. На наших глазах за этот вечер растонировались десяток автомобилей. Хочется отметить, что общая картина на наших дорогах улучшается. В основном водители законопослушные. Все меньше злостных нарушителей. Это, конечно же, происходит благодаря повседневной кропотливой работе ГАИ и острого внимания к безопасности дорожного движения общества в целом, а также средств массовой информации. На сегодняшний день мы проводим два мероприятия, дневное и ночное. Дневное мы проводили «Безопасный город», в ходе которого было выявлено около 129 административных выявлений по нарушению правил дорожного движения, 30 из которых было нарушение правил тонирования транспортного средства, также были нарушения отсутствия регистрационных номерных знаков. Вот такие явления, которые в потоке транспортных средств легко выявить и привлечь к административной ответственности. В ночное время мероприятия, которые мы проводим, они нацелены на выявление лиц, управляющих транспортом, в первую очередь в нетрезвом состоянии,
Ну, как показывает сейчас наше мероприятие сегодняшнее, мы уже его проводим около 1,5 часов. Выявить человека, находящегося в нетрезвом состоянии, тяжело. На данный момент выявлен один гражданин, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Он задержан и водворен в изолятор содержания для составления последующего материала и отправления его в суд для принятия законного решения. В последнее время уменьшилось число нетрезвых за рулем. Если говорить о статистике, на сегодняшний день за 9 месяцев выявлено 1871 нарушителей статьи 119 части 1. По сравнению с прошлым годом меньше нас на 87 единиц. Ну да, сказать, вот, допустим, если раньше мы проводили мероприятия около года, 2 лет тому назад, можно такими силами выявить уже несколько лиц, управляющих транспортным средством. Ежедневно проводимые мероприятия дают свой результат. Также мы в наших мероприятиях задействуем службы собственной безопасности других силовых ведомств, службы государственной безопасности, таможенного комитета для того, чтобы в отношении, как в соответствии с законодательством военнослужащих предусматривает особый порядок. И вот в этом особом порядке принимают дисциплинарное решение уже само подразделение в отношении своего сотрудника госбезопасности или других подразделений, ГСО или всего остального. Совместные мероприятия проводим. Те мероприятия, которые мы проводим, их у нас несколько. Это безопасный район, безопасный город, безопасная трасса и план-патруль. Позволили выявить лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Безопасный район мы чаще всего проводим в выходные дни, когда активность наших граждан по посещению каких-то массовых мероприятий возрастает. На сегодняшний день эти мероприятия запрещены, и эта активность значительно снизилась. Также мы проводим безопасный город. Целью и задачами является повышение уровня надзора, контроля за движением в городе Сухум. Тоже является крайне эффективным для поднятия общей дисциплины организации безопасности дорожного. Если расшифровывать все мероприятия, каждый имеет свою специфику. Если говорить о плане патруль, который мы проводим сегодня, это ночное время чаще всего, он проводится патрульными экипажами, их на сегодняшний день у нас в городе Сухум 10. Разбивается город на сектора и проводится тщательное патрулирование, проверка патрульными машинами этих секторов на выявление лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, нарушение других правил дорожного движения. И, безусловно, еще с нами задействован криминальный блок подразделением уголовного розыска, которые также осуществляют контроль, надзор за выявлением лиц, незаконно хранящихся огнестрельное оружие и других веществ, запрещенных в гражданском обороте на территории республики. А в дневное время патрулирования у вас не практикуется? Потоки же большие. Безусловно. Чтобы вы понимали, подобные мероприятия у нас происходят во всех городах и районах нашей республики. Ежедневно на суточное дежурство заступают патрульные экипажи, которые осуществляют эту работу. Зависит от региона, от специфики мероприятия. Мы их ротируем для того, чтобы изменить направление и точечно бить по тем больным местам, которые сегодня ухудшают нашу, скажем так, статистику и улучшают аварийность, безопасность движения на дорогах. А как вам удается выявлять лиц, находящихся под воздействием наркотических средств? Чаще всего выявляется человек, который находится под воздействием по клиническим признакам. При общении с ним, при проверке документов задается вопрос, если есть какие-либо подозрения, это является основанием направления его в государственный наркологический диспансер для проведения сдачи биоматериалов и получения результата в соответствии с действующим порядком. Не все водители, я думаю, знают процедуру, когда вы, допустим, задерживаете лиц, находящихся в нетрезвом состоянии за рулем. Какова процедура, с чего начинается и какие штрафы? Регламент действий сотрудника милиции при выявлении человека, находящегося в нетрезвом состоянии, не имеет значения. Наркотическое оно будет или алкогольное. Это внешние признаки клинические, скажем так. Моторика движения, речь. Если есть повод сомневаться в его состояние опьянения,
то мы его направляем на освидетельствование. Чаще всего, если говорить о свидетельствовании лиц, находящихся в алкогольном опьянении, это происходит на месте. Есть спецсредства, сертифицированные госстандартом, которые позволяют это сделать на месте. Это алкометр, Юпитер, дорогостоящее оборудование, которое позволяет сотруднику милиции провести освидетельствование и подтвердить факт употребления алкоголя или же нет. Если говорить о наркотическом опьянении, у нас в Республике Абхазия есть одно подразделение Министерства здравоохранения, которое проводит забор биоматериалов и проверку их на наличие гражданина употребления его каких-либо психотропных веществ, где составляется соответствующий акт и соответствующий материал для принятия решения. Последствия какие? Это штраф, это лишение прав. 119 статья подразумевает за собой 4 части. Первая часть – 12 тысяч неуплата в течение 30 дней, лишения на год. Если же ты дважды в течение года задержан за употребление алкоголя, это лишение на полгода. Управление транспортом под воздействием наркотических веществ 15 суток. Так, такие санкции за нарушение вышеупомянутой статьи. Проехав по дорогам в центральной части столицы, мы увидели, что улицы забиты припаркованными автомобилями. Часто водители некорректно располагают свои автомобили на проезжей части, занимая значительно больше места, чем это необходимо, а также создают препятствия движущемуся потоку автотранспорта. Основными проблемами на дорожных сетях города Сухум является, как мы видим, сталкиваются наши граждане, это в часы пик неправильная парковка, которая впоследствии вызывает заторы. Чаще всего они происходят в общественных местах массового сбора, такие как по улице Ардзенба, наш городской рынок, в местах учебных образовательных школ. В центре вообще все равно там офисные здания. В центре размещены, скажем, у нас на сегодняшний день около 5 школ в центре города Сухум. Это первая школа, 10-я, 2-я, 3-я, 14-я. И офисов тоже предостаточно. Да, к сожалению, парковочных мест количество оставляет желать лучшего. Конечно, еще бы хотелось для того, чтобы уделялось должного внимания организации движения нашей столицы. Как вы видите, к сожалению, тех условия нашей проезжей части в виде оснащения необходимых дорожных знаков, дорожной разметки оставляет желать лучшего. В этой связи госстандартом проводятся работы, выявлены недочеты, и я считаю, что это будет хорошим сигналом для того, чтобы активизировать работу в этом направлении. Батал Валерьевич, вот живой пример. Мы сейчас находимся на улице Акиртава с открытием новых торговых площадей. Тем более вот здесь недавно открылся новый торговый центр. Ситуация здесь все время усугубляется. Парковочных мест недостаточно. Но там вот один углубленный карман они сделали, но его, конечно, недостаточно. Перед строительством новых объектов не согласовывается это с госавтоинспекцией, например, парковочные места, закладываются ли они вообще? Если говорить о данный участок дороги, улица Акиртава, как вы видите, количество транспортных единиц в республике в разы возрастает. Если говорить за 9 месяцев 2020 года, он у нас возрос примерно на 6 тысяч единиц. Данный участок дороги связывает одну часть страны с другой. Другой дороги у нас нет, она является республиканской. Как вы видите, бизнес растет, торговые объекты растут, офисы растут, но, к сожалению, это владельцы данных торговых объектов не решают вопрос вместе с строительством парковочных мест. Это создает проблемы, большие проблемы. Для того, чтобы снять эту проблему на данном участке, рассматривается проект организации движения общественного транспорта. Здесь есть 3 полосы движения, одной из которых является встречной.
Есть планы перенести троллейбусную линию на улицу Ладаря и сделать эту дорогу односторонней. Ну и при этом, если же ваши сотрудники не будут вести тут повседневную работу, наверное, этого тоже будет недостаточно. И все равно эту дорогу заузят до одной полосы. Безусловно, профилактическая работа по предупреждению, пресечению ведется ежедневно, не только на улице Акирдава, во всей столице нашей страны. Здесь очень большое количество торговых объектов, еще раз повторюсь, и, к сожалению, нет практически парковочных мест. Этот вопрос надо решать и администрации города Сухум при проектировании и строительстве этих объектов.